Сибирязвенные захоронения являются объектами повышенной опасности. По всем санитарным правилам и нормам они должны быть огорожены по всему периметру, иметь канавку с внутренней стороны ограждения, а также обозначающие знаки о том, что это сибирязвенное захоронение, и здесь существуют ограничения по нахождению на территории. Существует еще санитарно-защитная зона, которая является барьером, обеспечивающим безопасность населения, которое проживает вокруг такого объекта. И на сегодняшний день мы разрабатываем проекты по сокращению санитарно-защитной зоны. Санитарно-защитная зона, она устанавливается от периметра ограждения сибирязвенного захоронения в радиусе 1000 метров. Пробы почвы, воды и воздуха, отобранные в этом году в рамках разработки проектов установления санитарно-защитных зон, проходят исследования в Удмуртском ветеринарно-диагностическом центре. В отделе проводится исследование скотомогильников на сибирскую язву. На сегодняшний день Удмуртским ветеринарно-диагностическим центром закуплено современное оборудование, достаточно дорогостоящее, но очень хорошо помогающее нам в работе. Это станции выделения. Используются они при работе с сибирязвенными скотомогильниками. Станции выделения у нас сейчас на 96 проб. В наличии 3 станции выделения. Планируется приобретение этого оборудования еще. По каждому сибирязвенному скотомогильнику отбирается порядка от 400 до 500, в каких-то случаях даже до 600 проб только почвы, плюс прилегающие источники водоснабжения, грунтовые воды. Вот эта комплексная оценка, что у нас данный скотомогильник в этой зоне, он будет уже безопасен для здоровья людей и животных. Последний случай среди животных был зарегистрирован в 1997 году в Гроховском районе. В Удмуртской республике на сегодняшний день 101 сибирязвенный скотомогильник. Скотомогильники вот этого статуса, они отнесены к первому классу опасности, то есть они представляют биологическую опасность вообще для нас, для жизни. Поэтому к ним особое внимание. Споры сибирской язвы на самом деле очень жизнеспособны, они живут в почве. Их уничтожить просто так невозможно. На сегодняшний день правительством Удмуртской республики предусмотрено финансирование работ по установлению санитарно-защитных зон. И первые 44 санитарно-защитные зоны, я думаю, что будут установлены уже в 2024 году. Если в результате работы по сокращению санитарно-защитной зоны зона действительно сократится, то жители данных населенных пунктов могут свободно как строить жилые дома, так добиваться строительства и благоустройства своей территории, возводить совместно с муниципалитетом какие-то объекты культурного назначения и так далее.